Через так званих друзів кримських татар на півострові завжди була стабільна ситуація, та питання кримських татар не вирішувалися. Так відреагували користувачі соціальних мереж на заяву радника голови Офісу президента України Сергія Куніцина, яку він зробив в ефірі телеканалу АТР. Раніше прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим виступав проти створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Нібито це неможливо через те, що на півострові невелика кількість кримських татар, ба більше необхідно зважати і на думку інших національностей. Для того, чтобы вернуть территорию, да, в частности Крым, надо вернуть мозги людей, да, то есть надо перевернуть их сознание. Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым там 85% живет не крымских татар, мы не можем. Нравится это кому-то или не нравится это кому-то, но это факт. И не важно, сколько там перекати поля и сколько там империй прокатилось туда-обратно, там российских, османских и так далее, не важно. Сложилось то, что сложилось. Не учитывать фактор. Я понимаю и приветствую желание крымских татар, и я за то, чтобы был принят закон о крымско-татарском народе, да, как коренном народе. Я за. Но с точки зрения того, что мы сегодня хотим вернуть Крым и Севастополь в лоно Украины, и просто одним желанием, что вот мы сделаем национальную автономию, и какая реакция на том же Крымском полуострове, да, там же не все предатели, там не все не любят Украину. И среди украинцев, среди русских, и среди нерусских. Даже те, кто говорят там, а вот типа недовольны действиями России, и что происходит, когда Крым стал российским, да, они говорят, а мы если сюда вернемся, а вы нас там татарской автономией сделаете, ну разная же реакция есть, да? Сергій Куніцин був при владі Криму у 2000-х роках. Своєю заявою він обурив кримських татар, але не здивував. Не дивлячись на те, що він записав себе у друзі кримських татар, він ніколи таким не був, пишуть користувачі соціальних мереж. В житті, а тим більше у політиці, так часто буває, коли нібито друзі насправді є ворогами. Боротьба за свідомість кримчан – надважливе державне завдання, але нехтувати при цьому інтересами принципових прибічників територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України в Криму, які майже 7 років, незважаючи на репресії, не скорюються окупації, це щонайменше нехтування державними інтересами чи навіть державна зрада. Такою позицією Куніцин чітко демонструє, чию сторону він займає. Он никогда не был другом крымских татар. Он всегда строил из себя спасителя Крыма от нас, варваров, и постоянно сталкивал различные группы людей, но никогда не забывал, выходя к микрофонам, громко крикнуть «Селям алейкум, джамат». Самовлюбленный лицемер и приспособленец, друг Джемилева и всех остальных крымских татар. Вот из-за таких друзей в Крыму было все всегда стабильно, а вопросы не решались от слова совсем. С такими советниками у Крыма и Украины будущее под вопросом. Очень жаль, молодой президент пользуется советами ватных мозгов. С такими друзьями врагов не надо. Благодаря мудрым Куницинам 20-летиями в Крыму не выделялись земельные участки для крымских татар, что, естественно, снижало конфликтогенность в Крыму. Открыто было всего 2 украинские гимназии и 16 школ с крымско-татарским языком обучения. И все потому, что принцип «покажи татарам палец, оттяпают по локоть» был и остается, по всей видимости, основным принципом жизнепонимания таких вот бывших дубов. Лучше бы вы ничего не советовали, ни когда спрашивают, ни тем более, когда не спрашивают.